На самом деле это тяжело. Что-то переменилось, да? Очень значимое для меня. Было как-то не по себе, Это реально. Это произошло. как будто отняли что-то, вот, да, у вас просто отняли. Никто не ожидал. Новости, вся лента была в одном событии, что Коби Брайант погиб, разбился с дочкой. Блин, ощущения неописуемые были. Вроде бы, человек умер за бугром, но такое ощущение, как будто родной, да, ушел. В 3 ночи мне отправили друзья с Америки смс-ки, конечно. Я прослезился. Вроде бы, да, он там, да, за океаном, человек с телевизора, но какая-то такая, знаете, маленькая утрата чего-то. Может, то, что мы в детстве, выросли на его играх. Но это нечто, когда ты видишь человека, легенду, 5-кратного чемпиона NBA, который, можно сказать, научил тебя любить баскетбол. Я вот когда начал играть в баскетбол, заниматься этим, я вот смотрел его видео, именно он был как бы первым кумиром, который прям вот показал всю страсть этой игре. Это был Майкл Джордан именно моего времени. Я рос полностью на играх Коби Брайанта. Я многому чему научился у этого человека. Коби, не знаю, легенда, да? Мы выросли на его играх, мы делали то, что он делает, учились у него. Микстейп какой-нибудь сделает с музыкой классной. И мы сидим толпой, смотрим. И он там такие классные движения делает. И на тренировках пытаемся повторить, научиться. Конечно, сверху мы не умели забивать, но в мечтах было-то. Я вырасту и буду забивать сверху, как он. Коби Брайант для меня как один из величайших игроков за все время. Как-то с ним жизнь была совсем иная, да? Сейчас и баскетбол для меня изменился как таковой, да, потому что с уходом Коби что-то переменилось, да? Очень значимое для меня, да?